моя программа, которую я назвал «Жаңы талап», новое требование, она не требует дополнительного финансирования в принципе. Но она направлена на то, чтобы исправить те изъяны в нашей политике, которые мешают ей развиваться. Взять, к примеру, те же партии, мы все их критикуем, что они олигархические, что они какие-то сиюминутные, да, что они работают только во время выборов и так далее. Но от того, что мы их критикуем, они ведь лучше не становятся. Я считаю, что в наших партиях необходимо появление нескольких категорий специалистов. Первое – это идеологи. Это люди, которые сформируют четкое политическое мировоззрение, четкие политические позиции относительно развития общества, относительно развития отдельных сфер жизни – образования, медицины, безопасности, правопорядка и так далее. Вторая категория – это организаторы. Политические, партийные организаторы, которые будут на постоянной основе заниматься привлечением новых членов в партию, подбором кадров, правильной их расстановкой, скажем, продвижением по партийной линии, подготовкой, скажем, праймериз, выдвижение кандидатов и так далее. То есть вот это взаимосвязь между депутатами, избранными от партии, с рядовыми партийцами и так далее. Это работа организаторов. Нужны ораторы, люди, которые в состоянии объяснить смысл и предназначение партийной политики обществу, чтобы общество начало понимать программы, которые им предлагают, начало понимать, в чем смысл и в чем разница между программой одной партии и программой второй партии. Нужны, в конце концов, активисты, в том числе волонтеры. Это люди, которые не из меркантильных интересов, но как бы руководствуясь своим гражданским долгом, своей личностной позицией и отношением к жизни, будут помогать продвигать те идеи, которые предлагаются идеологами, которые, скажем, распределяют организаторы и так далее. Из этих волонтеров, из этих активистов будут вырастать будущие лидеры. Те, кто сменит нынешних лидеров, те, кто придет им на смену, те, кто будет учиться у них, те, кто будет с ними спорить, те, кто будет расширять предлагаемую программу, где-то, возможно, ее изменять, перезагружать и так далее. И этот процесс, он должен происходить в партиях постоянно. Если наши партии начнут развиваться, если в них начнется полноценная жизнь, развитие, обсуждение, то этот процесс, он начнет двигать наше государство. Потому что проблема государственного аппарата в том, что он устроен иерархически. И нижестоящие с вышестоящими спорить не могут. Они просто выполняют задания. Если те, кто находится наверху государственного аппарата, не знают, что делать, у них нет программы, их идеи сырые, их предложения не обоснованы, то тогда весь государственный аппарат начинает работать вхолостую. Поэтому мы должны построить систему таким образом, чтобы во главе государства всегда приходили готовые, теоретически, практически и, скажем, интеллектуально, морально подготовленные люди, которые будут точно знать, что необходимо делать и почему по-другому поступить нельзя, потому что до этого прошло общественное обсуждение сначала в партии, потом в масштабах всего общества, на выборах, на дебатах. И эта политика, она является наиболее эффективной на сегодняшний день, ее надо продвигать, и вот есть инструменты, есть предложения, есть программы. Тогда этот процесс, он станет более эффективным. У нас этот процесс уже происходит в частном секторе, это, допустим, в частных компаниях, в бизнесе и так далее. Там
люди вынуждены, скажем, рентабельность, она заставляет их искать эффективные пути, выбирать наиболее правильные решения, обсуждать, делать там, я не знаю, мозговые штурмы, изучать практику конкурентов, других стран и так далее. И они все время работают над повышением эффективности. Точно то же самое должно происходить в политике. Причем должно происходить постоянно. Точно так же, как бизнес, школа, больница работают постоянно. Политика должна тоже делаться постоянно. Это сфера постоянного применения, постоянного совершенствования, повышения эффективности, использования интеллектуального ресурса, знаний, технологий и так далее. То есть навыков. То есть все это должно происходить на постоянной, регулярной основе. Политика не должна ограничиваться периодом выборов. 30 дней – это слишком мало времени для того, чтобы определить развитие общества на 5 лет вперед, на 10 лет вперед и так далее. Работа должна происходить между выборами тоже. И прежде всего она должна происходить внутри партии, потому что рядовой гражданин не может отложить свою профессиональную деятельность и заниматься круглый год и круглые годы политикой. Это невозможно. Поэтому в то время, когда он занимается своей основной деятельностью, кто-то должен заниматься разработкой политики. Наперед, на будущее, заранее. И затем, в период выборов, собрав все общество, обсудить эти программы, выбрать наиболее эффективную и двигаться в этом направлении. Вот что нам необходимо для того, чтобы наша политика, наше государство и наше общество начало стабильно развиваться, устойчиво развиваться, двигаться вперед и ликвидировать то отставание, которое мы имеем на сегодняшний день от других более развитых стран и народов.